Вице-премьер правительства Чувашии, министр здравоохранения Владимир Степанов проконтролировал ход строительства новой поликлиники Канашской центральной районной больницы, строящейся в рамках нового федерального стандарта, которая будет оказывать помощь населению Канашского муниципального округа. Учреждение поликлиник будет обслуживать более 30 тысяч взрослых и детей. Владимир Степанов отметил, что все работы выполняются по графику и что в 2024 году, как и было запланировано ранее, объект будет сдан в эксплуатацию. Визит министра здравоохранения совпал с торжественным мероприятием 150-летием Канашской центральной районной больницы, которое проходило в районном доме культуры села Шахазаны. Впереди еще у нас предстоит с вами много работы. Мы видим, как Канашская центральная районная больница развивается. И, честно говоря, когда видишь вот эту прекрасную взаимосвязь ветеранов и молодого поколения, врачей, медицинских сестер, медицинских работников, когда ветераны передают свой опыт последующим поколениям, свои традиции, истории. И молодые, самое главное, тоже несут все это гордо, достойно, соответствующе показывают на деле. В медицине ведь случайных людей нет. Все мы приходим с вами по призванию. И вот это вот развитие, которое из года в год, вот сейчас мы видели и в ролике тоже развитие больницы, и в частности оснащение оборудованием, даже вот вроде бы маленький факт, но когда ты понимаешь, что есть кадровый потенциал, а это квалифицированные врачи, это настоящая команда, то такое учреждение, как говорится, хочется и финансовые средства вкладывать, и развивать дальше и дальше. И вот мы с вами уже в 2024 году откроем абсолютно новое, нашу, как говорится, очередную единицу нашего медицинского учреждения, поликлинику. И я уверен, что в эту поликлинику будут приезжать не только пациенты и население Канашского района, но и близлежащих районов Чувашской республики, и что-то близлежащих со всей республики. В нем принял участие глава Канашского муниципального округа Сергей Михайлов. Главный врач бюджетного учреждения Канашской ЦРБ имени Фирса Григорьева Сергей Александрович Черне поздравил всех присутствующих со знаменательной датой в истории здравоохранения Канашской ЦРБ, поблагодарил за добросовестное отношение к работе своих коллег. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон. Вы строили Канашскую центральную больницу. Вы создавали ей имидж и престиж. Мы постараемся вас не подвести и продолжать ваше начатое дело. Сегодня Канашская центральная больница – это многопрофильная больница. Стационарный комплекс по улице Пифанова, 12, поликлиника, 10 врачебных амбулаторий, 53 фельдшерско-акушерских пунктов. Коллектив Канашской центральной больницы – это живой организм со своим сердцем, с кровеносными сосудами, с нервными путями. Каждый сотрудник нашей больницы, он нам дорог. Вместе мы единая команда, и мы можем любые цели, которые нам поставят правительство Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство Чувашской Республики, глава, мы постараемся выполнить. Рената Николаевна Федорова, главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Минздрава Чувашии, рассказала всем присутствующим о забавном случае из своей врачебной практики. Ко мне принесли заявление. Фельдшер ФАП на отгул. А мы с вами знаем отгул по семейным обстоятельствам или обоснованные причины. А мне написали отгул на косу. Я никак не могу понять, это серьезная причина козу или несерьезная причина. Но были мои наставники. Вячеслав Евлампиевич, фельдшер организационно-методического отдела, мне говорит: описывайте. Фельдшер Григорьевич всегда подписывал. Вы понимаете, это не только козу. Это в деревне, когда утром своих коров, стада, они смотрят, кто вышел со своей коровой, вся семья в сборе, все здоровы. Всю информацию она знала в 5 часов 30 минут. Утренний мониторинг о здоровье села. Коллектив больницы и ветеранов здравоохранения с юбилеем поздравили все почетные гости праздника. Судьба врача, как жизнь солдата, она похожа в войне. Марш, атака. Марш, атака. И лишь 3-минутный перекур.
спасибо вам за то, что вы все есть, что вы все были в моей судьбе. Я вам благодарна за все. Я благодарю судьбу и Бога, что удостоилась работать в этой замечательной, сплоченной, трудолюбивой больнице. Проработала я, конечно, мне стыдно говорить, 52 года. И все эти 52 года вы были рядышком со мной. Ветераны больницы. Большое вам спасибо. Я вас всех поздравляю с нашим славным юбилеем. Больнице я желаю процветания, коллективу новых творческих успехов, вдохновения. А всем нам я желаю здоровья, благополучия. Пусть все у нас будет хорошо. Праздник сопровождался концертными номерами творческих коллективов районного дома культуры и сотрудниками Канашской ЦРБ. То, что задал Фирс Григорьевич, работать так, чтобы развитие было вперед. И до сих пор это продолжается. Особенно в последнее время, когда он стал главным врачом Сергей Александрович Черне, у нас опять резко повысилось вот это все, улучшение материально-технической базы. У нас больничная территория как санаторий, вот хороших санаториев, московских и так далее, крымских. Все чисто, опрятно, асфальт, никакой ямы. Везде капитальный ремонт провели во всех отделениях, и поликлинике, и стационарных отделениях. Любо-дорого. Больные очень рады. Все делается для того, чтобы больные радовались, хорошо лечились. А тем более сейчас строится здание поликлиники. Огромное здание. Единственное, говорят, в Чувашской республике новое такое здание. Ведь в следующем году будет пуск этого здания. Надеемся, что будет еще лучше работать. Тем более, говорят, что дадут нам томограф, аппарат. Мы поздравляем всех сотрудников Центральной районной больницы со 150-летним юбилеем. Всем без исключения мы желаем терпения и крепости духа, уверенности и упорства, настойчивости и благоразумия, взаимопонимания с людьми и доброго настроения. Пусть все пациенты быстро поправляются и не забывают благодарить. Пусть все сотрудники больницы с работой справляются профессионально и легко. Оставайтесь верны себе и выбранной профессии. Людмила Матвеева, Павел Демин.